Очередная встреча главы региона с населением и представителями муниципальной власти проходит в самом живописном Джайрахском районе. Колыбель ингушского народа славится своей природой и каменной архитектурой. Отсюда и вопросы, которые поднимает в начале встречи, касаются этих двух тем. Махмуд Али Калиматов отметил, что горная часть республики единственная, где все еще остались чистые реки. Глава региона призвал жителей и глав муниципальных образований приложить усилия, чтобы сохранить все в таком состоянии. В частности, это касается установки локальных очистных сооружений на социальных объектах и в частном секторе. Джайрахский район, вон, кружкой бери и воду пей. Но там был вопрос такой по очистным сооружениям. Мы этот вопрос в целом по республике поставили. И инвестор к нам зашел, Карбулаки завод строит очистных сооружений. 100 миллионов вкладывает сам. И мы на инвестсовете, я поддержал их. В целом республике, я вам скажу, все здания, сооружения, школы, детские сады, больницы, дом культуры ставятся в обязательном порядке очистные сооружения. Потому что без этого нельзя. Последние 2 года в горной части республики активно началась реставрация башенных замковых комплексов. Благодаря фонду «Сафмар» Микаила Гуцериева привели в первозданный вид такие поселения, как Бешт, Ни, Морч, Харп. Список отреставрированных комплексов будет расти каждый год. Глава региона поделился, что в планах за 10 лет воссоздать все башни. Местных жителей Махмуд Али Калиматов призвал сохранить наше наследие, а муниципальную власть создать условия для туристов, чтобы были доходы населения и пополнение в бюджет республики. Все приезжают, а у нас около 200 тысяч приехало там за год, например, да? Приедут, хоть фотографии, соседний регион, Абуш, слушайте, давайте создадим условия, чтобы они сюда приехали, они чтобы здесь платили, мы создадим условия, инфраструктуру, там кафе, ресторан, что там еще? Гостиницу, гостевой дом, да, вот эти вот вещи, чтобы наши жители получали paid habgul. А это все малый и средний бизнес. Надо посмотреть потребность. Глава региона также коснулся темы социально-экономического развития республики. За 4 года в рамках различных программ построено более сотни социальных объектов. В ближайшее время должны начать строительство 2 крупных объектов здравоохранения в Назране и Магасе. Нам заложили эти деньги с 2026 года 14 миллиардов денег, чтобы мы поставили больницу республиканскую на 450 коек мест и на 250 поликлинику посещений, республиканскую. Кроме того, сегодня, я думаю, 1,5, максимум Шиншира, Михаил Сафмар, он лично занимается диагностический центр. Высший мировой стандарт будет у нас в Магасе диагностический центр, медицинский. То есть зашел, проверился, тебе говорят, вот что тебе нужно, иди. Далее встреча перешла в диалог. Имам высокогорного села интересуется планами на строительство социальных объектов в малонаселенных пунктах района. В таких селениях, как Гули и Ляжги, нет условий для дошкольного и школьного образования. школе, в начале школы, чуть фахбе, чуть администрации, амбулатории, халха библиотеки, чуть здания. تحت كرت كرت حيجي أخذ تايز أتوصل يسافر جيز وعشت هدية وش تونس كرت حيج شو سادك وش بتشكول خوش أتوبرز تقول ما له سادك الشق يجعي رخمي تيجي ملوا سك تيجي عارف بيشغل طعم ماشي إنه تيجي أتوبرز جانو بيج مولي تيجي هكذا تيجي بعض ناخد قاف حنز والجي دلي حلي دلي كروت أرمخي دلي تون جاول قرصة. Проект Жая Царя Йолжи через Минсельхоз. Опорные пункты есть такая программа. Развитие сельских поселений. Да, поселение, да, развитие сельских. Это реально сейчас? Это реально, там 2 проекта есть на 50 мест. Какой год? Ну, это как Минсельхоз уже, вот сейчас заработает она, программа. Берите мне дату, вот пусть Гагиев потом с главой мне определят, год, 2, когда это будет сделано. Конкретику давайте, конкретно Амалдес. Развитие дорожной инфраструктуры, ремонт сельских улиц, решение проблемы наркомании. Жители Джайрахского района интересовали различные вопросы. Старейшины также поблагодарили главу региона за проявленное внимание к району, а также развитие транспортной и социальной инфраструктуры. Муслим Ганиев, Сулейман Костоев, Мухаммад Дарсигов, Магас 24.